эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. В рамках реализации национального проекта «Экология» Якутия получит 2 миллиарда 900 миллионов рублей в следующем году. Об этом на полях съезда «Единой России» сообщил секретарь Якутского регионального отделения партии Сахамин Афанасьев. Мы сделали очень многое на региональном уровне, чтобы оправдать стратегические цели, которые установил глава государства. Майские указы президента, национальные проекты в Якутии в течение 5 лет будут реализованы на 100%, отметил секретарь Якутского регионального отделения партии Сахамин Афанасьев. Инвесторам ТОР могут предоставить дополнительные возможности. Госдума рассмотрит изменения в законопроект о территориях опережающего развития. Поправки дадут инвесторам ТОР дополнительные возможности. Соглашением о создании ТОР может быть определена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств. Предлагаемая норма обусловлена целями применения режима ТОР только в отношении организаций, осуществляющих реальное производство для повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции как на российском рынке, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Арктика может стать основой российской экономики. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе заседания Оргкомитета по подготовке и проведению 5-го международного арктического форума «Арктика. Территория диалога». Арктика может стать основой российской экономики, и самая главная задача сейчас определить, что мы можем сделать полезного для страны. Мы обязаны создать эффективную площадку для дискуссий по развитию международных бизнес-проектов, улучшению экологической ситуации, экономическому развитию региона. Здесь крайне важны вопросы улучшения транспортной инфраструктуры и технического обеспечения. Но задача номер один – четко сформулировать, какую пользу форум принесет для улучшения жизни региона и Арктики в целом, отметил он в своем выступлении. Якутия представит парк высоких технологий и фонд развития инноваций на днях Дальнего Востока в Москве. Презентация одного из самых масштабных проектов года состоится 13 декабря в экспоцентре на Красной Пресне. Парк высоких технологий позиционируется республиканскими властями как центр инновационной экосистемы региона. Он объединит в себе центр биотехнологий, IT-парк и региональный центр инжиниринга Якутии. Располагаться парк будет на площади в 9,5 тысяч квадратных метров в центре Якутска, в здании, где также находится Высшая школа инновационного менеджмента и пространство коллективной работы «Точка кипения Якутск». На днях Дальнего Востока в Москве республика представит возможности парка высоких технологий Якутии, который откроется 26 декабря в городе Якутске. При отборе резидентов мы в первую очередь ориентируемся на перспективные стартапы, которые ставят себе цели выйти на мировой рынок. При этом мы открыты и готовы рассмотреть заявки желающих компаний из других регионов, рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов. План по завозу жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом выполнен на 15%. 637,5 тысяч тонн должны завезти по плану в зимний период. Из них на сегодня перевезено около 99 тысяч тонн. Также КХ Якутии перевез 15%. Компания Сахаэнерго доставила 33%, Теплоэнергосервис 3,3%. В Татинском районе Якутии сделают упор на товарное производство, туризм и человеческий капитал. Премьер-министр Якутии Владимир Солодов провел в селе Этыкёль совещание по вопросам социально-экономического развития района. На нем был рассмотрен проект стратегии социально-экономического развития Татинского района до 2032 года. Так, в сельском хозяйстве будет сделан упор на товарное производство и расширение видов продукции. Мы в перспективе будем планировать выделение субсидий и других форм поддержки сельского хозяйства, исходя из этого показателя, а также на основе этого оценивать и сам уровень развития отрасли, резюмировал председатель правительства Якутии. Видеофиксация производственных объектов на Айхальском ГОКе теперь проводится с использованием беспилотного летательного аппарата. В перечень работ на Айхальской производственной площадке с использованием беспилотников входит наблюдение и выявление трещин и деформаций на труднодоступных участках вскрышных отвалов, видеосъемка бортов карьеров с последующим выявлением трещин, консолей и навесей, объектов хвостового хозяйства, видео и фотосъемка укрепленного участка борта карьера, находящегося под порталом подземного рудника Айхал.
Сейчас дрон внедряется в основном в процессы добычи полезных ископаемых открытым способом, где они приходят на смену трудоемким способам проектирования, составления обзорных карт участников работ и геологической съемки. В определенных направлениях эти аппараты могут повысить эффективность и безопасность производства работ при незначительных затратах, сказал главный маркшейдер Айхальского ГОКа Илья Майер. Минтруд Якутии нашел решение проблемы, с которой столкнулись многодетные семьи при приобретении льготных авиабилетов. Зачастую отцы не могли купить билеты, поскольку удостоверение многодетной семьи оформлено на имя матери. Теперь они могут получить справку, которая позволит это сделать. Правительство страны внесло изменения в правила предоставления льгот на авиабилеты. Право приобрести билеты получили граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или документы, подтверждающие этот статус. Россияне будут собирать меньше бумажных документов. В России планируют внедрить концепцию платформы цифрового профиля гражданина. Проект цифрового профиля разрабатывал Ростелеком и Центробанк. Этот профиль может использоваться на коммерческой основе, например, банками с согласия владельца. Владение данной системой позволит снизить операционные расходы бизнеса, при этом граждане смогут получать услуги быстрее и дешевле. Отметим, что стоимость платформы цифрового профиля оценивается в 3 миллиарда рублей. Ее концепцию могут согласовать Минкомсвязи на следующей неделе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.